стране намерены изменить представление о современной школе. Говорящие роботы, лаборатории, технологии виртуальной реальности. То, что раньше казалось недоступным, будет привычным для школьников. И все эти возможности им предоставят точки роста. В стране их сотни, в Ингушетии будет 12. Учебный центр для подрастающих талантов открыт в этом году. В Кантышево посетила Дана Плиева. Вы, благодаря нашей цифровой лаборатории, сможете определить, какую воду вы пьете. Жестко она, или как нормальная, или средняя и так далее. А еще проводить различные опыты. Учитель химии Хава Дударова объясняет ученицам, что представляет из себя вот такая вот цифровая лаборатория. Небольшой чемоданчик из цифровых датчиков, проводов, реактивов и методички. Мир химии детям теперь откроется с новой стороны. Хади Олегова уже придумала, какие опыты поставит. Определение жесткости воды, насыщенность и ненасыщенность, разные химические примеси, растворы, химические реакции, а также экзотермические реакции, то есть химические реакции с выделением теплоты. Рада полученному оборудованию? Очень рада, потому что это возможность для детей уменьшить разрыв между городскими и сельскими школами. Это очень хорошо, потому что дети уже начинают интересоваться данным предметом. Тут можно научиться и роботов конструировать. Салахаддин вместе с Магомедом пытаются его собрать. Внимательно изучают детали и с неохотой отвлекаются от любимого занятия для камеры. Да. А сейчас поймемся. Я пока ничего не разобрался, пока понять, что это, что за деталь. А сам ты любишь конструировать? Мне всегда было интересно собирать конструкцию. 4-я Кантышевская школа в числе тех, где появится своя точка роста в этом году. Для образовательного центра уже готов и свой кабинет, и новое оборудование, плюс цифровые лаборатории по физике, химии и биологии. В этом центре отобрали наиболее инициативных, творческих педагогов. Кроме того, они в настоящее время при поддержке Министерства образования проходят курсы повышения квалификации для того, чтобы получить навыки для работы именно с этим оборудованием. Обеспечить стопроцентную оснащенность центра всем необходимым оборудованием. Такую цель ставит Миноборрегиона и в других образовательных учреждениях республики в текущем году в рамках нацпроекта «Образование». В текущем году в рамках нацпроекта у нас реализуются 2 федеральных проекта. Это «Успех каждого ребенка» и «Современная школа». В рамках проекта «Современная школа» уже к началу текущего года планируется открытие 12 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центры появятся на базе школ Магаса, Малгобека, Сурхахи, Нестеровского, Мужичи, Троицкого. Нацпроект образования реализуется в республике не первый год. В течение 2 последних лет на базе 34 школ созданы все условия для занятий физкультурой и спортом. И открыто 59 центров «Точка роста». Для детей это отличная возможность найти себя. То есть дети, которые видят себя в робототехнике, например. При создании таких центров они могут реализовать свой творческий потенциал путем изучения тех или иных областей в более углубленной форме. Еще один федеральный проект «Успех каждого ребенка» создаст в 18 школах региона условия для спортивного развития. Сейчас закупается спортинвентарь для занятий волейболом, баскетболом, художественной гимнастикой. Появятся там и свои шахматные кружки. Работу планируют завершить до конца года. Дана Плиева, Магомед Шаухалов. Новости 24.